Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Якутия Лайф, эксперты о главном. В этой программе мы вместе с экспертами и лидерами мнений обсуждаем актуальные темы, которые волнуют жителей нашей республики. С вами Ирина Ефимова. 21 век – период глобальных изменений, прорывных решений и заоблачных технологий. На наших глазах революционные научные достижения моментально подхватываются бизнесом, переходят в сферу IT и приносят прибыль крупным финансистам. В последнее время мы все чаще слышим такие слова, как криптовалюта и блокчейн. Миллионные инвестиции, крупные сделки, банкротство – все это происходит теперь и в цифровой реальности. И все это благодаря криптовалюте биткоин, о котором так много говорят и который нельзя потрогать. Пока одни инвесторы готовы рисковать миллионами и вкладывать в загадочный биткоин, другие все еще сомневаются и оценивают риски. А многие, в том числе и я, так и не разобрались, что же за всем этим стоит. Вопросов и правда много. Чем обусловлен такой спрос и высокие цены на заветную цифровую монету биткоин? Кто и как регулирует выпуск новой валюты? Что такое криптофирма и почему сейчас модно майнить? Давайте разберемся. Тема сегодняшней программы – биткоин. Афера века или валюта будущего? По мнению экспертов, пандемия и кризис 2020 года увеличили привлекательность криптоактивов. В биткоин стали вкладываться не только частные инвесторы, но и государства. Так, Европейский Центробанк, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии инвестировали крупные суммы денег в финансовую систему криптовалют. Давайте узнаем, как относятся к биткоину на Западе. С нами на связи крупный эксперт из Лондона, ответственный за аналитику финансовых рынков Европы престижного информационного агентства MarketWatch Стив Голдштейн. Hello, Steve. Здравствуйте, Стивен. Расскажите, пожалуйста, как на Западе смотрят на ситуацию с биткоином? Hello. Yeah. So, I write for the publication MarketWatch. Я колумнист MarketWatch, и мы, как это следует из названия, отслеживаем, что происходит на финансовых рынках по всему миру. И последние 6 месяцев наш интерес подпитывается новостями про биткоин. Ведь тот рост, что был продемонстрирован с сентября с 10 тысяч до 50 тысяч долларов, стремительнее, чем у любого другого актива, о котором мы знаем. И действительно, захватывающе наблюдать за одной из интереснейших вещей на рынке. Смотреть, какие компании сколько вкладывают и получают инвестиций. Недавно производители электромобилей Tesla объявили, что они закупили биткоинов на сумму в $1,5 миллиарда, и это оказало огромное влияние на рынок. Ну а потом и платежный сервис PayPal заявил, что они позволяют своим пользователям покупать и продавать криптовалюту. Итак, ряд подобных событий усилил интерес и ценовой доход с биткоин, и это мы и наблюдаем сейчас. Price move, and really that's what you're seeing today. Thank you. Спасибо. На ваш взгляд, что делает биткоин настолько привлекательным для инвесторов со всего мира? Yeah, well, so Bitcoin is still a bit of a mystery, and people are wondering what is its role in finance. Да, биткоин все еще остается настоящей загадкой, и люди задаются вопросом, какую роль он играет в мировой экономике. Некоторые из преимуществ данной криптовалюты заключаются в том, что у вас, предположим, есть глобальная доступная платежная система. Безопасная система, деньги, которые покупают разные люди, и вы можете тоже купить их в одном месте, а продать в другом. Это становится большим преимуществом для стран, где трудно обналичивать деньги. К примеру, можно привести тот же Китай, где достаточно сильный контроль государства над частным капиталом. Биткоин очень популярен там, он дает немного свободы людям. Я говорю про свободу, которая появляется у человека благодаря достижению достатка и свободному перемещению своих активов. Это еще одна вещь, которую дает биткоин своему владельцу. Но я думаю, что многое из этого также является и спекулятивными играми. За последние месяцы произошел настоящий взлет стоимости биткоина. По-вашему, почему это случилось?
Yeah, I think there are a few things driving Bitcoin. I think, but one Я sort of думаю, bigger биткоин reason растет по is определенным причинам. В основном это связано с процентными ставками по всему миру, ведь они практически равны нулю. Вот вы посмотрите на Федеральный резерв США, их процентная ставка практически равна нулю. А для Европейского центрального банка ставка отрицательная, и в результате облигации не приносят прибыль инвесторам. То есть вы не получите дохода вовсе, или он будет очень мал. Плюс вы платите комиссию за корпоративное обслуживание. Вы отдаете деньги государству. Это имеет отрицательный эффект на крупных инвесторов, будь то просто богатые люди, их компании или пенсионные фонды. Поэтому они реагируют примерно так. «Эй, подождите минутку, мы не получаем дохода от этих традиционных активов. Нам нужно вложить деньги в другое место. Мы не можем просто держать деньги на уровне 0% доходности». И это логично, это ни к чему не приводит. Поэтому можно также наблюдать, что и другие активы, помимо криптовалют, также растут в цене. Посмотрите на фондовый рынок во всем мире. Повысились цены на недвижимость во многих странах, а также на различные предметы роскоши и искусства, даже на те же коллекционные. Все растет в цене, а криптовалюта просто стала частью этого тренда и является альтернативой безопасным активам, которые не приносят никаких денег. Спасибо. На ваш взгляд, может ли биткоин стать валютой будущего? Я не думаю, что биткоин станет валютой будущего. Да, можно использовать некоторые технологии, как биткоин и другие криптовалюты. И вы уже видите, что правительства ряда стран работают над своими собственными проектами цифровой валюты. Как, например, Китай, что разрабатывает то, что называется цифровой юань. Европейский центральный банк работает над цифровым евро. Они еще не готовы, конечно, но мы можем уже о них заявлять достаточно серьезно. Они создают свои собственные электронные системы, потому что прекрасно понимают, наши платежи и наша повседневная жизнь переходят в цифровую среду. И биткоин скорее будет активом, чем новой валютой. Ведь после всех этих лет, на протяжении которых биткоин присутствовал в нашей жизни и порядка десятилетия его активного использования, мы видим, что люди до сих пор не покупают и не продают биткоины для повседневного использования. Вы не используете биткоин для покупки обычных вещей. Вы даже не используете его для приобретения более дорогостоящих товаров, таких как автомобиль, к примеру. Итак, я думаю, что роль биткоина скорее это альтернатива чему-то вроде золота. Как вы знаете, люди не носят с собой золотые слитки, однако золото традиционно было средством сбережения. А теперь некоторые инвесторы думают, что, возможно, биткоин тоже может стать таким активом. Thank you very much. Bye. Thank you very much for having me. Несмотря на то, что в биткоин вкладываются не только крупные компании, но и национальные банки ряда европейских стран, на Западе по отношению к криптовалюте испытывают определенный скептицизм. И даже после тщательного анализа многие эксперты, включая Стива, считают биткоин загадочным феноменом. Биткоин – это криптовалюта. Значит, ее платежная система децентрализирована, то есть не имеет единого центра и банка, который ее выпускает. Национальная валюта каждой страны обеспечена ВВП и ресурсами – золотом, серебром. А что же тогда с биткоином? И как еще 2 года назад исчезающая криптовалюта сейчас прибавляет по несколько тысяч долларов в цене каждый день? Чтобы понять, в чем же секрет биткоина и криптовалют в целом, мы связались с руководителем Центра прорывных технологий финансового университета при правительстве Российской Федерации Андреем Владимировичем Варнавским. Здравствуйте. Добрый день. Андрей Владимирович, не могли бы вы нам подробнее рассказать про биткоин? Каковы принципы криптовалюты и кто создал биткоин? Создал биткоин некий Сатоши Накамото, группа лиц или еще кто-то, бог его знает. На самом деле, вопрос ваш ключевой, который вы задавали, как бы в чем секрет, и обеспечено, не обеспечено, вот здесь принципиальный момент. Криптовалюты и биткоин, как один из видов криптовалют,
они могут быть в том числе обеспечены и государством, и в этом случае они могут быть ровно то же самое денежной единицей Центрального банка, и они могут работать как обыкновенная валюта, привычная нам. Здесь вопрос в другом, непосредственно в самом биткоине или в других криптовалютах. То есть технология блокчейн позволяет выпускать как денежные средства, нормальные, привычные нам, просто использующие распределенный реестр, так и некие расчетные единицы, которые уже могут быть не обеспечены абсолютно ничем, кроме как интереса некого комьюнити, некого сообщества к данной расчетной единице. Так вот, биткоин – это как раз и есть та расчетная единица, которая, рост цены которой или падение обеспечивается интересом к данной расчетной единице. Чем больше людей заинтересованы по той или иной причине в данной расчетной единице, тем больше людей ее покупают, тем больше ее цена. Вот, собственно, весь секрет. Чем меньше людей захотят ей пользоваться или владеть, тем меньше будет ее цена. То есть, по сути, это такой, ну, не мыльный шар, не воздушный пузырь, а это выражение человеческого интереса, получается. То есть, если бы про биткоин никто не знал, то цена его и была бы небольшая, да? Ну, когда про биткоин знали малое количество людей, то за несколько десятков биткоинов пиццу продавали, да, поэтому как бы здесь прямая зависимость. Чем больше людей знают про биткоин, чем больше людей начинают по той или причине хотеть обладать данной расчетной единицей, тем выше его цена. Угу. То есть каждый человек может купить себе, ну, купить компьютер и почувствовать себя Центробанком в миниатюре? Да, на самом деле даже компьютер не нужен, достаточно смартфона. Не совсем так. Здесь разные моменты. Когда вы говорите про Центробанк и сравниваете с Центробанком, вы используете как бы привычную нам для всех вот это вот. Вы говорите не о технологии, вы говорите о том, кто имеет право выпустить в обращение. Если мы с вами говорим про майнинг, майнеров и так далее, здесь вопрос не с правовой точки зрения, кто имеет право, а здесь технологически определяется, собственно, кто будет выпускать. Да, имеет он право или нет, это уже второй вопрос. Технологически это делается посредством вот того или иного специального компьютера. А дальше, на самом деле, огромное количество различных криптовалют. И, собственно, кто стоит уже непосредственно за самой этой криптовалютой, здесь уже определяется тем проектом, который это делает. Есть эфир, да, не только биткоин. Есть эфир, где, понятно, есть Виталик Бутерин, есть сообщество определенное, да, и это совсем другая расчетная единица, хотя тоже криптовалюта. Более того, есть криптовалюты, которые выпускаются самими центральными банками. Они так и называются, Central Bank Cryptocurrency, да, то есть и это тоже криптовалюты, и они обеспечены самими центральными банками. То есть нужно просто разделять правовую составляющую и технологию. То есть не все то, что относится к криптовалютам в целом, относится к биткоину и наоборот? Абсолютно верно. А вы можете рассказать, в чем в целом преимущество криптовалют? Преимущество в технологии, опять же. Принципиальный момент данной технологии заключается в том, что операции, совершенные с этой расчетной единицей, они фиксируются в неком реестре, и этот реестр доступен для всех участников, для всех желающих. И вот здесь, вот, собственно, и кроется основное преимущество – это открытость. То есть невозможно зафиксировать, точнее так, операция, зафиксированная в блокчейне, в распределенном реестре, она не подлежит изменению, не подлежит подмене в первую очередь. То есть мы не должны использовать некого посредника в наших расчетах. Мы осуществляем так называемый peer-to-peer, да, то есть person-to-person, когда мы друг другу перечисляем, переводим что-либо, и мы уверены, что подвоха никакого здесь быть не может. В обыкновенной, в привычной нам модели всегда нам нужен был какой-то посредник, банк, центральный банк, еще кто-то, кто фиксирует. В данном случае вы можете осуществлять операции очень схожи по своему характеру как с наличными денежными средствами, но при этом они у вас идут в, соответственно, цифровом формате. И самое еще одно из преимуществ
или недостатков, здесь как к этому относиться, это то, что у вас происходит оборот межстрановой, да, то есть у вас нет ограничений по странам, например, да, у вас нет территориальных ограничений, никаких. Это все технологии. То есть нет необходимости читать по курсу, переводить там туда-сюда, а просто рассчитываться. Да, но регуляторы, да, с точки зрения бизнеса, который находится в правовом поле, этот инструмент, конечно, неудобен. Хотя, на самом деле, есть примеры стран, которые ввели это понятие в правовое поле. В принципе, в России оно есть, но пока правоприменительная практика достаточно слабая. То есть я вас услышала, что бывают криптовалюты обеспеченные, биткоин как бы обеспечен только интересом к нему. А вот сейчас на рынке отмечается небывалый рост цен на биткоин, и это связано тогда с чем? Это связано с тем, что разогрели интерес заявлениями различных крупных компаний, которые заявляют о том, что они будут закупать биткоин на миллиард, а там Илон Маск, по-моему, на 1,5 собирался покупать. Ну, то есть, в общем, как бы всякие заявления такие, как только они выходят на рынок, как только начинается небольшая закупка, то, соответственно, сообщество реагирует на это, сообщество понимает, что да, наверное, так оно и есть, и, собственно, начинает закупать. Ну, а чем больше покупать, тем выше курс. Здесь связь прямая. То есть сейчас, если кто-то заявит, что он собирается купить биткоины, ну, кто-нибудь там, Илон Маск, Цукерберг, да, сразу что теперь что, естественно, курс биткоина вырастет автоматически. Понятно, то есть такая прямая зависимость. То есть это такое... Абсолютно. Интересно очень. В январе 2021 года вступил в силу закон, регулирующий криптовалюты в России. А вот можете рассказать подробнее, каких изменений ждать держателям криптоактивов? Вы имеете в виду, который про налогообложение? Угу. Но он не вступил, если я ничего не путаю, там, по-моему, первое чтение только прошло. А если вы говорите про финансовые активы, которые, да, он вступил, здесь, ну, мое субъективное мнение, что, к сожалению, ну, его будет очень сложно применять на практике. Это закон, который не, ну, то есть он не отражает. Ну, давайте так, давайте посмотрим, насколько он может быть применим. Еще раз, да, то есть мой комментарий, что на практике его будет применять достаточно сложно, потому что он не раскрывает основных ключевых моментов, ну, в той степени, в которой должен был бы, по моему субъективному мнению. Все, спасибо вам огромное. За короткое время, ну, по крайней мере, у меня появилось какое-то представление ясное о том, что это за вот те 5 минут, которые вы мне уделили. Спасибо. В мире финансов уже не раз хоронили биткоин, однако он восстанавливается и активно развивается. При этом растет количество потенциальных инвесторов. Биткоином сегодня интересуются как крупные игроки, так и небольшие компании и частные лица. Несмотря на пандемию, в России продолжают открываться фермы для добычи или, как правильно, майнинга биткоинов, закупается оборудование. При этом частные трейдеры зарабатывают на биткоине крупные суммы. Узнать подробнее по виртуальной успехи криптоферм, а также о настроениях, царящих на российском биткоин-рынке, мы решили у менеджера по развитию международных рынков Салимура Рахмана и частного трейдера Максима Антонова. Здравствуйте. Здравствуйте. Салимур, первый вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, что ж такое майнинг-ферма, зачем она нужна и как ей пользоваться? Майнинг-ферма – это мощная вычислительная машина, которая решается математическая задача, вычислительная задача для добыта биткоин, чтобы находить блок. Ферма строится из двух видов. Есть видеокарта и есть специальный аппарат, как называется ICT, который производится в Китае и который предназначен для добыта криптовалют специального. Вы предоставляете оборудование для майнинга, но ведь обычный компьютер может справиться. Ну, обычный компьютер тоже может справиться, но по мощности он как бы это не прибыльно, не выгодно. Какая самая большая майнинг-ферма существует на территории России? Bitriver, безусловно. Не один из самых больших фирм майнинговый дата-центр.
Он находится, у нас сеть дата-центров, один из них, самый большой, находится в городе Братске. Также у нас собирается Якутия, также собирается Кемерово, Красноярске. И также не только один дата-центр у нас в городе Братск, нескольких есть дата-центр в городе Братске и есть в городе Иркутске. Для криптоферм, для дата-центров необходимы низкие температуры, чтобы оборудование не перегревалось. А у нас в Якутии как раз вот самый холодный в мире регион. И как вы думаете, может ли Якутия стать центром майнинга? У нас еще и территория огромная. Безусловно. Холодная погода – это, безусловно, плюс относительно майнингового дата-центра. И Якутия, как развивающий регион, холодный и дешевой электроэнергии, два основной фактора. Я бы сказал, основной фактор дешевой электроэнергии – это основной фактор для дата-центров. Любой дата-центр – это фактор, и особенно для майнингового дата-центра это самый важный фактором является. И я вижу это очень хорошее, большое будущее, и рабочие места в регионе очень много будут создавать, потому что дата-центр, управлять дата-центром нужен очень много людей, и технических людей. И в итоге это получается очень хорошее рабочее место для региона. Спасибо большое, Сулеймур. А теперь давайте перейдем от технических деталей к финансовым показателям. Максим, расскажите, пожалуйста, какие сейчас настроения царят на российском рынке биткоина? Покупают ли криптовалюту? Да, здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили. С удовольствием расскажу. Ну, прежде всего мы наблюдаем безусловный рост. Чуть ли не каждый день биткоин обновляет свои максимумы. Сегодня, вот пока мы с вами разговариваем, биткоин опять же пробивает отметку в 54 тысячи долларов, и пока каких-то корректировок, я так понимаю, не планируется. На рынке мы видим безусловную жадность, люди покупают, то есть, например, когда биткоин стоил 3000 еще не так давно, никому до него не было дела, но сейчас готовы покупать даже по такой цене. Крупные компании заходят в биткоин. Так что, да, мы видим, что все очень заинтересованы в этом активе. Как мне объяснил один из предыдущих спикеров, чем больше рост, тем больше интерес, тем больше, опять же, рост. Вот ожидается ли еще больший рост стоимости биткоина? Знаете, здесь сложно сказать, потому что такой довольно-таки сложный к прогнозу актив. Но пока те новости, которые мы наблюдаем, да, тот фон, который сейчас присутствует, что все больше людей начинают узнавать о биткоине, да, все больше компаний начинают пытаться как-то тоже в эту тему проникать. Вот, например, даже вот наша с вами передача, она поможет людям, еще большему количеству людей узнать о биткоине, заинтересоваться, возможно, также начать в него инвестировать. Поэтому, да, действительно, вы правы. Вот с большим количеством людей, которые узнают про этот актив, все больше в него инвестируют, и, собственно, да, поэтому курс растет. Еще один фактор, почему биткоин может продолжить свой рост чуть ли не до 100, да, многие аналитики прогнозируют 100 и 200 тысяч, потому что биткоин это, скажем так, не как акция, да, которую можно купить только одну, и вот если она стоит, например, как акция Амазона, да, 3000 долларов, ты не можешь купить половину, да, половину акции, ты не можешь разделить эту стоимость, ты должен именно вот выделить 3000 долларов. Биткоин можно купить как и один биткоин, как и половину, так и 1/100, 1/1000 и так далее. Поэтому, да, каждый может себе позволить купить биткоин, просто какую-то его маленькую долю. Если нет оборудования, ну и там знаний и умений, чтобы майнить биткоины самостоятельно, как его можно купить и в какой кошелек складывать? Действительно, не единственный способ получить биткоин – это добыть его с помощью майнингового оборудования. Его также можно приобрести. Есть 3 способа приобретения. Во-первых, это всем известные криптовалютные биржи, да, типа Bitfinex, Bitcoin, Binance, да, их большое количество, ценник примерно везде одинаковый. Но биржа — это электронная платформа, в которой взаимодействует множество контрагентов, и там цена постоянно изменяется. Есть разные стороны, некоторые заинтересованы купить, некоторые продать. То есть, да, это некая такая универсальная платформа. Второй способ купить — это просто, скажем так, такие peer-to-peer платформы, где некое приложение сводит просто
покупателей с продавцами. Ты можешь оставить заявку на то, чтобы приобрести, например, 1 биткоин, и просто какой-то другой контрагент увидит твою заявку и сможет связаться с тобой, приобрести, собственно, твои биткоины, перевести тебе за это какие-то фиатные деньги, там, доллары или рубли. Ну и третий способ – это некие обменники, то есть как такое своего рода приложение, которое само тебе котирует цену, не как на бирже, да, множество разных контрагентов предлагают свои цены, а вот так как единый обменник. Но там, как правило, курс хуже, чем на бирже, но зато взаимодействие проще. Есть несколько способов хранить биткоины. Первый – это кошелек на бирже, да, он, наверное, такой самый удобный, не нужно никуда ничего переводить, платить за этот перевод. Прямо с кошелька биржи можно производить торги. Но есть определенные риски, да, мы видели много случаев, когда биржи закрывались, и инвесторы теряли свои биткоины, теряли свои средства, никак не могли их вернуть. Поэтому есть еще другие способы, да, это холодный и горячий кошелек. Холодный кошелек – это что-то типа флешки, либо просто запись, скажем так, 2 файлика с секретным и публичным ключом. Их можно хранить где-нибудь там чуть ли не распечатанными и в сейфе, да, то есть такой супер надежный способ хранения биткоинов, который не подключен к интернету. И есть горячий кошелек – это своего рода такое приложение на телефон там, или на компьютер, который имеет доступ к интернету, но, скажем так, это именно у вас, на вашем устройстве, а не на какой-то бирже, более безопасный способ. Но для перевода на биржу, например, на кошелек для биржи, чтобы торговать, придется заплатить какую-то комиссию. Угу. Вот. Спасибо. Вы сказали вот про риски, связанные с хранением биткоина на бирже. А какие еще риски, связанные с биткоином? Ну, наверное, все-таки главный риск – это риск высоченной волатильности. Да, волатильность – это изменение курса актива. Например, скажем так, волатильность какого-нибудь доллара, да, по отношению к другим валютным парам, она не такая высокая. То есть, да, если, грубо говоря, вы покупаете доллары, вы примерно уверены в его стабильности, то, что он не потеряет свою стоимость там, в моменте. С биткоином мы такое гарантировать не можем. Мы видели, да, ситуации, когда он падал даже до $3000, да, с 20. То есть, серьезные падения наблюдались. Поэтому действительно для инвесторов, наверное, основной риск – это вот возможность потери биткоином своей стоимости. Наверное, я бы исключил абсолютную потерю стоимости. То есть все равно биткоин используется так или иначе в мировых транзакциях, на различных там черных рынках, в интернете для покупок. Многие страны принимают также биткоин как платежное средство. То есть он полностью не обесценится до нуля, но риск потерять стоимость там, до каких-нибудь, не знаю, 5-10 тысяч долларов скорее возможен, чем нет. Поэтому, да, основной риск – это сильные изменения в цене. Если мы говорим о том, что биткоин это самая известная криптовалюта, и его стоимость зависит от известности, то вот, ниже нуля неизвестность не упадет. Я считаю, что да, потому что многие компании инвестируют, пытаются что-то разработать на блокчейн-платформе. Многие страны, многие банки пытаются выпустить свою криптовалюту. Многие компании даже, да, пытаются выпустить свою криптовалюту. Все равно так или иначе все это завязано на биткоине. Когда биткоин падает, все остальные криптовалюты тоже падают в своих котировках. Так что, наверное, да, по мере распространения всей этой блокчейн-сферы биткоин также набирает интерес, и риск потерять биткоин вообще это, грубо говоря, только риск полной потери интереса ко всей блокчейн-индустрии. Спасибо. Салимур, расскажите, пожалуйста, что вы считаете, что за криптовалютами, в частности за биткоином, будущее? Почему? Многих стран уже признан официально. То есть Америка, Европа, Швейцария, Япония даже может платить в магазине криптовалютам. Китай уже запустил свою собственную криптовалюту. То есть криптовалютный мир и финансовая сфера развивается очень стремительно и очень основательно, я бы сказал. Потому что большинство развитых стран уже признают криптовалют, транзакции криптовалюты и признают, передают финансовую мощность и создают свою криптовалюту, чтобы
прийти на следующий этап финансовой транзакции. И исходя вот все эти данные и информация, и то, как развивается криптовалют, у него однозначное будущее, очень хорошее будущее. Салимур, а как вы считаете, вот именно биткоин будет самой по-прежнему известной и самой дорогой криптовалютой, или может появиться какая-то другая криптовалюта, которая затмит биткоин? Не исключаю вот эту возможность, но очень маловероятно, поскольку биткоин очень, то есть гораздо впереди стоит среди популярности остальных биткоин, и у него финансовой биржевой запас очень большой, биржа, то есть финансовый поток. Поэтому вряд ли и какие-то другие валюты будут более популярны, чем биткоин, или дороже, чем биткоин, но близко любой может дойти. Спасибо. Максим, а вы как думаете? Знаете, я скорее считаю, что действительно биткоин и вообще рынок криптовалют — это что-то, это, как бы, скажем так, это интересная сфера, интересный продукт. Однозначно многие страны, многие банки признают транзакции и готовы и будут с ними работать. Однако все равно мы понимаем, что полностью перейти на криптовалюту скорее не получится, потому что все равно не суперсовершенная система переводов. Все-таки больше всего именно ставилось на их скорость, но однако мы видим, что по мере увеличения количества транзакций скорость вот именно переводов, она уменьшается. Плюс, конечно же, существуют риски того, что мы не знаем своих контрагентов, да, риски, скажем так, не получения транзакций, риски того, что, например, человек вам переведет биткоины, а вы ему доллары нет. Есть определенные риски в таком взаимодействии. Основные криптовалюты сейчас, они несовершенны, но что, возможно, изобретение какой-то новой криптовалюты сможет закрыть те минусы, которые существуют. Вижу вот минус в высокой волатильности. Все-таки люди не готовы держать биткоин как средство сбережения. Да? Все-таки, наверное, сейчас это больше как некое средство инвестирования. Многие понимают риск того, что да, скажем так, биткоин — это хороший инструмент инвестиций, но есть серьезный риск потерять свои деньги. Поэтому использовать этот актив как, скажем так, некое средство, надежное средство сбережения, скорее люди не готовы. Они прекрасно понимают, что, грубо говоря, если сейчас они там продали какой-то товар, да, физический товар, например, машину за биткоины, продавец, например, который хочет гарантированно получить ту сумму, которую он запросил, он несет риск того, что пока транзакция будет идти, цена биткоина может сильно измениться, даже чуть ли не упасть до каких-то там серьезно низких значений. Тем самым, я думаю, что многие все-таки компании, многие страны еще опасаются вот этого момента и не готовы полностью рассматривать биткоин как, скажем так, абсолютная замена фиатных денег или каких-нибудь там электронных транзакций. Так что, ну, как говорится, запасаемся попкорном и смотрим. Возможно, в будущем будет придумана какая-то замена, которая покроет те минусы, которые есть, и улучшит те плюсы, которые также мы имеем сейчас. Я правильно поняла, что приставка «крипто» в слове «криптовалюта» делает это явление немножко дальше от валюты, немножко ближе к акциям, например? Крипто — это именно, скажем так, это именно обозначение того продукта, да, который мы имеем, что это вот именно электронный такой, электронный файлик. Да. Валюта, почему исторически так называется? Ну да, наверное, потому что биткоин был прежде всего сделан для транзакций, для платежей. Есть много криптовалют, которые, скажем так, абсолютно идентичны с акциями. То есть их даже в Америке и признают как ценный бумаги, как актив. Есть множество криптовалют, у всех разное абсолютно предназначение. Сложно как-то это все объединять что ближе к акциям или к валюте. Действительно, есть большое количество криптовалют. Многие используются как платежные средства,
многие как что-то иное. Спасибо. Салимур, есть что добавить? Я соглашусь с аргументом коллега. Да, существует риск, существует волатильность большая. Но при этом по транзакции уже люди развиваются, они используют как основное средство биткоин, как бы это там для трейдинга, для там быстрой заработка на большой волатильности. Но основные люди начали использовать то, что радует криптовалют. То есть и также есть стейблкоин, и также есть другие валюты, которые люди их применяют, держат, и различные деловые транзакции, они используются. И удобство использования и быстрая реакция, и как бы это независимый от банковской системы транзакции сделать. Поэтому не только биткоин, потому что биткоин это один из фракций как бы это криптовалюты, потому что существует очень много криптовалют. Существует даже других стран приходит использование свой крипто. Могу добавить, так Китай уже запустили свою криптовалюту. То есть китайский юань, как бы это, виды криптовалют. То есть и также, я думаю, в ближайшее время у всех будут криптовалюты свое. А биткоин остается как экономический или там один из факторов, там, как акция или как биткоин, где можно поменять там, на волатильность и ценность и так далее. И поскольку его можно еще добить, и также с биткоином и другие криптовалюты, которые тоже прогрессируются, которые менее популярны, но я бы сказал, тоже очень выгодно для майнинга. Поэтому, да, я соглашусь с коллегом. Риск есть, но все-таки это интересный и развивающий мир. И да, мы двигаемся по Якутии, да, если фокусировать Якутии, то да, действительно есть очень хорошие возможности Дальний Сибирь и Сибирский регион по развитию дата-центров для майнинга криптовалют. Потому что холодная погода и дешевая электроэнергия. И основной возможность, что будут развиваться экономические сферы региона. Появится много рабочих мест и доходность населения. Да, спасибо. Ну да, самое главное, Маленький. что для этого нужны будут фермы, а значит дата-центры, а значит у Якутия может занять в этом процессе свое место. Спасибо большое. Спасибо вам. Биткоин – задача, поставившая в тупик многих именитых экспертов. При этом давшая возможность хорошо заработать цифровым предпринимателям, готовым идти на риск. Всего за пару лет цифровая валюта переживала глубочайшее падение, чтобы в разгар пандемии очутиться на небывалой высоте. Какое же будущее ожидает биткоин и многомиллионные инвестиции, вложенные в эту спорную криптовалюту? В нашем быстро меняющемся мире точный ответ на этот вопрос не могут дать даже самые вдумчивые исследователи. С вами была программа «Якутия Лайв», эксперты о главном, и я ее ведущая Ирина Ефимова. До встречи в эфире.